Закон о бесплатном проведении газопровода до границ участка затронет 12 муниципальных образований, в том числе более 4500 домовладений в Якутии. Чтобы претендовать на бесплатное подключение к газу, участок и дом должны находиться в газифицированном населенном пункте. Во-вторых, должны быть соответствующие документы о правах собственности земельного участка и дом. Как только стартовал большой проект, в регионе проведена инвентаризация домовладений, подпадающих под программу. Сахатранснефтегаз отобран региональным оператором до газификации и составлен план-график работы. Как отметили в Минпроме региона, ускоренная догазификация в регионе будет проведена поэтапно. 291 домовладение планируем газифицировать в этом году. Конечно, погода может внести свои корректировки. Мы не в простых с вами условиях живем, но ориентир у нас такой. В следующем году это более 3300 домов, и, соответственно, остальные у нас попадают на 2023 год. Как разделены этапы? В первую очередь у нас попадают дома, где отсутствует дефицит газа, то есть, где простыми мероприятиями, нет простыми, конечно, да, строительство, конечно, газопроводов и так далее нужно решить. А 23 год это там, где необходимо решать вопросы с ликвидацией дефицита. Многие граждане эту проблему начали. Мы, в принципе, в этом году уже, Айсен Сергеевич Николаев вопрос поддержал, депутаты Государственного собрания ЛТУМЭН, и мы вместе с городом сегодня уже начали решение вопроса по устранению дефицита по городу Якутску, например. Добавим, что региональный оператор газификации Сахатранснефтегаз в онлайн-режиме продолжает прием заявок на социальную газификацию через новый сайт компании. Все документы тщательно проверяются специалистами, и при положительном рассмотрении заявки будет направлен проект договора для его подписания. Если домовладелец попадет в программу социальной газификации, то он сможет сэкономить порядка 52 тысяч рублей. Именно сейчас такова средняя стоимость технического присоединения одного домового хозяйства к газопроводу.